șomte, cuștui-te mune gen și la mi pomte, că vlasnita esi pălipi, Iisus roța la șala mărbi. Iubit vierme pe mânse, Crista șete, Criste șețexe, vezi jes pomte, razi te mărbi, potem și se tavă snani. Vezi je neșiš, jesi
Крісло, що це все, ось я спомте, радійте, владику, там чище сета веснані. Ісус, лен радійте, мія не шомте, куштуйте му, не генчила мі помте, власний та єси поліпі, Ісус, Отця наша лемербі. Юбит вірме пимуйце, Христа щете, Христо щерце ксе, без я спомте, радійте, владику, там чище сета веснані. З'єнешіш, єси виджидичі, лок мікет мушарсе югиде нічми, виден кодачіла сласра, стави срані тегереш вивка. Юбит вірме пимуйце, Христо щете, Христо щерце ксе, без я спомте, радійте, владику, там чище сета веснані. Юбит вірме, Ордним ним юги диває дестача, вовтем факел я скипи дивача, є наша мія піштракла лаві, помі муку я вошла лаві. Юбит вірме пливице, Христа щете, Христа щерце ксе, без я спомте, радійте, владику, там чище сета веснані. Юбит вірме, без я спомте, радійте, владику, там чище сета веснані. Юбит вірме пимуйце, Христа щете, Христа щерце ксе, без я спомте, радійте, владику, там чище сета веснані. Ісус, лен радійте, мія не шомте, куштуйте му, не генчила мі помте, власний та єси пребывать здесь, в храме Господнем. Ен медбуршия смена сбыдана, стан Илоны, Иисус Христос ним кужа. Чолем привет вам всем от Павла Ивановича Кобзаря, который вчера женился, слава Богу. И он передавал большой привет, обещал как-нибудь прийти здесь послужить нашей церкви. Дай Господь, чтобы это было. Рад за него, что он уже в возрасте, как вы знаете, но не останется один, но будет у него помощница рядом, которая скрасит его, так сказать. И этот период жизни, дай Бог им силы всем во имя Иисуса. Также привет большой от одного из руководителей гедеоновцев России, Владимира Почерецева. Его дочка здесь сейчас с нами. Он поехал в другую церковь пообщаться поближе, познакомиться. И сегодня мы соберем тоже отдельно пожертвование для этого служения гедеоновцев России. И также будем дальше продолжать молиться за одного из руководителей гедеоновцев России. Это Виктора Нагорного, который сейчас находится в больнице. Господь да благословит его. Молитесь, вспоминайте в молитвах, он в этом нуждается. Господь трудится с ним, мы верим в это. И также по молитвам церкви
да будет хорошие изменения в его состоянии. Давайте мы начнем наше служение сегодня с чтения Псалма 110-го. Я попрошу Риму Павловну выйти, прочитать нам на каком языке. Потом я еще на русском прочитаю. Лыньолым Донавичко, лыддям щодасад, єнмас ошкана псалом. Господяй, став щылым шань ошка, тена вешка да олыш яспывстын, тена двойтырлан чукырчымын. Господьлан уджясыс ыджыдыш, сылыч уджясы радейтыш яс йона мывпалыны найылыш. Сылын уджясыс ошкана аш да мича аш, сылын вешкадлуныс олын нем яс чыж. Сылын шенже дана уджясы силыш пыр каштывланы. Господь, лышкыд да бур щылыма. Сыш полыш ясы сия пыткада, неко розвунад ашиз йитатса. Уджясы спыр, сия петкадлис аслас войтырлы ашис вынса, корвичма дисналы мукад войтырлыш муса. Ставыс мы сия выча вешкыд да эскана. Став сылын чыктым ясы зумыдаш. На оланы нем яс чыж. Налын подулыс, збылыс да вешкадлуныс. Сия мездис ашис войтырса, ашис йитатса сия кырталис нем яс кежла. Сылын нимыс вежа, сылын нимыс повжедана. Мывкадлуныс чужа Господищ полым щань. Сылын чыктым черти олыш яс бур мывкадаш. Сылы ошкамыс медлоа нем яс чыж. Аминь. В новом русском переводе это так звучит. Вот слушал на каком языке перевод очень хороший, очень удачный. Аллилуйя! Славлю Господа всем своим сердцем, в совете праведных и в собрании. Велики дела Господа, желанны всеми, кто любит их. Славны и великолепны деяния Его, праведность Его пребывает вечно. Памятными сделал Он свои дела, милостив и милосерден Господь. Он дает пищу боящимся Его, вечно помня свой завет. Народу своему Он явил силу своих дел, отдав им землю чужих народов. Дела Его рук истинны и справедливы, Его наставления верны. Вечно тверды они и основаны на истине и правоте. Своему народу послал Он избавление, установил навечно свой завет. Его имя свято и грозно. Начало мудрости, страх перед Господом. Разумны те, кто исполняет Его наставления. Вечная хвала Ему. Аминь. Аллилуйя. Здесь на одном только хотела бы остановиться. Здесь сказано так. Велики дела Господни, желанны всеми, но на этом не точка. Кто любит их. Кто любит их. Они желанны, дела Господни. Не всеми ведь желанны, правда же? Чтобы что-то Господь делал. Не дай Господь, чтобы что-то Господь делал, скажут некоторые. Но здесь сказано, желанны великие дела Господа для тех, кто ждет, любит, ожидает. Прямо вот ищет. Господи, яви свою славу, яви свою руку среди нас здесь, в нашей земле, среди нашего народа. Благослови, Господь. И пускай вот эта вот любовь к делам Божьим была у нас в сердце, и мы ожидали этих дел. Будем молиться о том, чтобы Господь благословил нашу землю, наш город, прежде всего, каким-то движением. Такое вот ощущение не покидает меня, что что-то застыло здесь. Что-то вот как будто замерзло. И надо, чтобы растаяло это все. Растаяло прежде всего в церквях, прежде всего между церквями, прежде всего,
что-то здесь началось, какое-то движение между детьми Божьими. И Господь да благословит нас в этом. И об этом я бы просил вас молиться. И сегодня мы будем об этом молиться. Господь да благословит чем-то новым, каким-то вот удивительным пробуждением от этого такого сна во имя Иисуса. И Господь благословит это собрание наше, это общение, чтобы здесь также были явлены Божьи чудеса, и мы переживали присутствие Господа явным образом. Не каждый сам себе. Я чувствую, что Господь здесь, и мурашки у меня бегут, а чтобы мы явно это видели, что происходит здесь с детьми Божьими, и не только, но всяким приходящим в храм Божий. Отец наш Небесный, спасибо Тебе за новый день. Спасибо Тебе, Господь, что Ты неизменный Бог. Спасибо Тебе, что Ты всегда что-то делаешь. У Тебя нету такого, что Ты отдыхаешь. У Тебя нету такого, что Ты забыл о нас. Но, Господь, мы просим сегодня о том, чтобы здесь, на нашей земле, в нашем городе были явлены Твои великие дела. Господь Бог мой, мы желаем их, мы ревнуем об этом, мы любим видеть, что Ты будешь здесь делать. Благослови нас в этом, Господь, благослови церкви, детей Своих, Господь, во всех общинах. Благослови, Господь, Бог мой, чтобы были возможности, чтобы мы искали эти возможности служить совместно, служить, Господь, во славу Твою, во спасение людям, Господь, во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, от этого такого пробуждения, удали всякие препятствующие элементы, что удерживают церкви быть вместе, церкви быть в служении совместно, благословлять друг друга, молиться совместно, служить совместно. Благослови, Господь, чтобы это вернулось еще с большей силой, еще с большим влиянием на наш город во имя Иисуса Христа. Это касается также и всей нашей республики. Благослови, Боже наш, благослови своим влиянием явным, когда это все увидят, что это не может быть по-другому, как только Бог совершает свои дела. Во имя Иисуса Христа об этом я молю Тебя, благослови нас. Благослови, Господь, это время, в которое мы находимся в храме Твоем. И пускай здесь, сегодня будут также явлены Твое присутствие. Пускай здесь будут и чудеса, и знамения. Пускай здесь, Господь, будут явлены дары Духа Твоего. Благослови, Господь, во имя Иисуса Христа, молю Тебя об этом. Спасибо Тебе, что Ты сегодня тот же милостивый Бог. Все, что Ты делаешь, основано на завете Твоем, вечном завете. Спасибо Тебе, Господь, который Ты заключил со всеми нами на кресте. Благодарю Тебя, Боже мой, что это неизменный завет, который говорит о том, что Ты покрываешь все наши нужды. Ты, Господь, берешь на себя всю ответственность за то, что нам здесь происходит. И мы согласны с этим, мы принимаем это, Господь, совершенно Твое установление, Твои заветы, Твои постановления, Господь. В этом говоришь Ты, мудрость наша. Спасибо Тебе за это. Благослови, Господь, сегодня каждого, кто будет сюда выходить, читать Твое Слово, молиться, Господь, прославлять Тебя, Господь, Бог мой. Пускай на каждом будет Твоя благословляющая рука. Во имя Иисуса Христа, пускай на каждом будет Твое помазание. Благослови, Господь, проповедующий сегодня во имя Иисуса. Тебе да будет слава за все Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь. Господь да благословит вас. Мир Божий, дорогая церковь. Спасибо большое за молитвы. Верю в силу исцеляющих таких молитв. Быстро встал на ноги. И вам желаю, будьте здравы. И давайте сегодня будем тоже прославлять Господа и ходить пред лицом Божьим. Аминь. Аллилуйя. Буду ходить пред лицом Господним на земле живых и возвещать
превозносить Тебя и славить буду вновь и вновь, благодарить Тебя вовеки за Твою любовь. Ибо душу мою Ты спас от смерти, очи мои от слез, ноги мои от преткновения, Царь мой Иисус Христос. Ибо душу мою Ты спас от смерти, очи мои от слез, ноги мои от преткновения, Царь мой Иисус Христос. Нет других богов на свете, только Ты один. Ты повелел, и солнце светит, греет теплом своим. Ветер в лесах шумит листвою, птицы Тебе поют. Я жажду встретиться с Тобою, я этой встречи жду. Ибо душу мою Ты спас от смерти, очи мои от слез, ноги мои от преткновения, Царь мой Иисус Христос. Ибо душу мою Ты спас от смерти, очи мои от слез, ноги мои от преткновения, Царь мой Иисус Христос. Ибо душу мою Ты спас от смерти, очи мои от слез, ноги мои от преткновения, Царь мой Иисус Христос. Еще раз. Ибо душу мою Ты спас от смерти, очи мои от слез, ноги мои от преткновения, Царь мой Иисус Христос. Царь мой Иисус Христос, Царь мой Иисус Христос. Мир вам, дорогие братья и сестры. Послание апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, с 4 по 10 стих. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, ожитворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благости Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Дорогой Небесный Отец, милостивый Господь, благодарю Тебя за Духа Святого, который всегда с нами, который всегда в нас, который нас ведет, который нас любит. Благодарим Тебя за такую ценность, Господь, которая у нас есть. Аминь. Когда приходит Дух Святой, приходит сила и свет. Когда приходит Дух Святой, сияет слава побед. Когда приходит Дух Святой, приходит мир и покой. Когда приходит Дух Святой, мне сердце велит воспой. Только в Тебе моя сила, только в Тебе моя слава, только в Тебе моя радость, и только в Тебе моя жизнь. Только Тебе буду верить, только Тебя буду
Дух Святой, меняются города. Когда приходит Дух Святой, течет живая вода. Когда приходит Дух Святой, видна дорога домой. Когда приходит Дух Святой, душа мне велит Господь. Только в Тебе моя сила, только в Тебе моя слава, только в Тебе моя радость, и только в Тебе моя жизнь. Только Тебе буду верить, только Тебя буду славить, только Тебе поклоняться, и только Тебе служить. Только в Тебе моя сила, только в Тебе моя слава, только в Тебе моя радость, и только в Тебе моя жизнь. Только Тебе буду верить, только Тебя буду славить, только Тебе поклоняться, и только Тебе служить. Только в Тебе моя сила, только в Тебе моя слава, только в Тебе моя радость, и только в Тебе моя жизнь. Только Тебе буду верить, только Тебя буду славить, только Тебе поклоняться, и только Тебе служить. Сначала. Когда приходит Дух Святой, приходит сила и свет. Когда приходит Дух Святой, сияет слава побед. Когда приходит Дух Святой, приходит мир и покой. Когда приходит Дух Святой, мне сердце велит воспой. Только в Тебе моя сила, только в Тебе моя слава, только в Тебе моя радость, и только в Тебе моя жизнь. Только Тебе буду верить, только Тебя буду славить, только Тебе поклоняться, и только Тебе служить. Когда приходит Дух Святой, меняются города. Когда приходит Дух Святой,
Здравствуйте, дорогая церковь, мир вам, Божий шалом всем, в наши сердца, в нашей жизни, в наших семьях. Слава и благодарность Ему. Будем читать Божье Слово от Луки, 8 глава, 43 стиха по 48. Сейчас. Ես ճուկրն վլին այն, դաս կկվոյ ճոր վիշեմավիր մունամեն, աշիստավ եմբուրսս է շետմը բուրդը դշյասլը, նանայաբը վերմամաշ ոցավնիսը սիլը։ Սեյը մատիշիս Իսուս դինը մուշյանիս դա ինմեչիս պաշկեմ դորշաս, վիր մունամես պուրիշպուր դուգդես։ Իսուս յուալիս Коти инмечис медине. Ставен сощисни Петир да мукадишуесни веледиш. Gözüt budlaşan topedenitene ate yuaşan. Kodi inmechis dedine. Kotka inmechis medine. Me küli me puçkış Petis vün şuis Isus. Angăgărvăies Moisies кажалисни. Директорсия матишис да ушкачис Исус воджа, став гёз воджас вишталис Исус ли мый. Мыла инмечилис, судина да куджи джик пыр бурдис, Исус шуис анли, нылей. Эске мездистене мун повтег. Аминь. Дорогой Господь, благодарю, славлю Тебя, великий Господь, что мы в единстве собрались тут воедино. Мы будем славить Тебя, потому что Ты, Господь, нас укрываешь, Ты на нас смотришь, Ты нас защищаешь, Ты отводишь нас от греха. И мы возносим Твое имя, и мы можем укрываться в Твоем имени. И Ты слышишь наши молитвы. И мы, когда поем, это самое дорогое для Тебя. Благодарю Тебя, Отец Небесный.
чисте нині медами. Jen myjte wieftiny, widzisz Ojcze Ty, te lepszy zwiezdy czyste ныне медами. Eskateny dnie, мы тем дышим, jen mysket mnie zewion, eskateny dnie, мы тем дышим, jen mysket mnie zewion, eskateny dnie. Eskateny dnie, wytem dyriszu, jen mysket mnie zewion, eskateny dnie. Сейчас милостивский сейчас это сечемитя силанкывыз. И, конечно, ушками ми вермим логнуталым. Енс ошканы, енс кыпадны, аттялны. Мы металлын ялунач лояш, и вермам ошканы тому влас. Царство Небесное, Марья Васильевна, астериска кво. Мы гортен тоже каштли, тоже вылезся, зачем бурескыш. Кужис, молитчина, кужис, устадлыны оттялна тоже енса. Царство Небесное сила тоже модар югадас. А лытям талон Матвейлыш, медбар Юрыш, кучка кямасад. Вилачи счастлив барьячектам. Иисуслан, чектам серти, да сатик вилачишис, Мунис на Галилея, да каис на Кераса. Иисус аджамбар на муаджи скопорчились на сываджа. Корчуралы, шекадвали эсканеса. Велачи сейчас дина, матастис Иисус и шуис. Менам щетама удждавны, енешын, дамувылын. Муной быт головой тердина. Вочай наяс. Менам велачищасан, да пыртай наяс, бать, пи, да вежаловнима. Веладай наяс, овны, став менам чöktем щерти. Тăдай, ме пырт янкăд, немяс омаджес. Аминь. Дорогие братья и сестры, время принести пожертвование. И хочется просто одну мысль сказать. Представьте, вот Ветхий Завет, еще Иисус Христос не приходил, и всему Израилю нужно было приносить кровавые жертвы. Часто приносили однолетнего агнца, да, без порока. Красивый маленький ягненок. И это давило на чувства, наверное. Я так понимаю, что очень жалко было приносить. Он еще не вырос, не видел жизни, но кровь нужно было пролить. Сегодня как-то странно, если бы мы принесли здесь хотя бы одного в жертву, овна, да? Вот это было бы странно. Сказали, они сошли с ума, и люди, и вообще это столько бы было бы здесь крови. И не знаю, что бы мы испытали бы. Вспоминается, как Николай сжигал здесь деньги. Это что-то было бы в этом роде. Может быть, даже тяжелее бы нами бы воспринималось. Но сегодня, слава Богу, Господь отдал своего Сына. И
этим он закончил эту историю приношения кровавых жертв. Одно остается, чтобы наше сердце было принесено Господу, сердце сокрушенное. Может быть, Он и хотел, Господь, этим добиться, чтобы видеть наши сердца, когда мы сострадаем этому маленькому ягненку, и нам жалко его, и мы не хотим больше грешить. Пусть Господь нам в сердца говорит через жертву нашего Агнца Иисуса Христа, чтобы нам не грешить, чтобы нам служить Господу всем, чем мы можем, и чтобы те, кто еще не познал, познали Господа. Споем Ему и послужим Господу нашими даяниями. Ты лишь один, Ты один лишь достоин славу принять на небесном престоле, книгу открыть, сняв с нее 7 печатей, и провозгласить царство вечной любви. Ты лишь один, Ты лишь один, Ты один лишь достоин славу принять на небесном престоле, книгу открыть, сняв с нее 7 печатей, и провозгласить царство вечной любви. Агнец живого Бога, и нет пути иного, как через голгофскую кровь до открытых дверей. Агнец живого Бога, осталось уже немного, когда ты вернешься за невестой своей. Ты лишь один, Ты лишь один, Ты один лишь достоин славу принять на небесном престоле, книгу открыть, сняв с нее 7 печатей, и провозгласить царство вечной любви. Еще раз скажем: Ты лишь один, Ты лишь один, Ты один лишь достоин, достоин славу принять на небесном престоле, престоле, книгу открыть, сняв с нее 7 печатей, печатей, и провозгласить царство вечной любви. Агнец живого Бога, и нет пути иного, как через голгофскую кровь до открытых дверей. Агнец живого Бога, осталось уже немного, когда ты вернешься за невестой своей. Агнец живого Бога, и нет пути иного, как через голгофскую кровь до открытых дверей. Агнец живого Бога, осталось уже немного, когда ты вернешься за невестой своей. Агнец живого Бога, и нет пути иного, как через голгофскую кровь до открытых дверей. Агнец живого Бога, осталось уже немного, когда ты вернешься за невестой своей.
невестой своей. Отец наш Небесный, спасибо Тебе за самую великую жертву, которую Ты принес за всех, без исключения за всех, родившихся, живущих и еще не рожденных, Господь. И она единственная жертва, которая открывает нам дорогу в небеса, дверь, святилище Твое к престолу Твоему, Господь. И в этом наше упование, и только в этом. Мы, Господь, славимся этим. Мы, Боже мой, держимся только этого, Господь, Бог мой. И помоги нам сохранить эту веру только в это, чтобы не было никаких примесей, ничего, что что-то добавляет к Твоей великой жертве во имя Иисуса Христа. И пускай, Господь, все эти приношения будут только из благодарности того, что Ты делаешь, сделал, делаешь и будешь делать, Господь, для народа своего, для всей земли, во имя Иисуса Христа. Благослови каждого приносящего. Пускай он делает это с великой радостью, с трепетом, Господь, во имя Иисуса. Тебе да будет слава за все, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Я благословляю всех, кто собрался здесь, и всех детей наших. Пожалуйста, на сцену. Будем славить Бога, петь Ему песни, рассказывать стихи. Господь мой добрый пастырь, я следую за Ним. Он водит к водам тихим, я буду вечно с Ним. За Ним я следую за Ним. За Ним я буду вечно с Ним. Господь мой добрый пастырь, я следую за Ним. Он водит к водам тихим, я буду вечно с Ним. За Ним я следую за Ним. За Ним я буду вечно с Ним. Если Господь мой добрый пастырь, я следую за Ним. Он водит к водам тихим, я буду вечно с Ним. За Ним я следую за Ним. За Ним я буду вечно с Ним. За Ним я следую за Ним. За Ним я буду вечно с Ним. За кем следовать, правда же? Иногда в лесу идешь, с Николаем Александровичем хорошо ходить в лес. У него навигатор, он знает все тропы. И идешь, и даже ничего не знаешь. Куда идешь, зачем идешь? Он куда-то идет, ты за ним идешь, да и все дела. И голова не болит. А представляешь, если ты не знаешь и куда идти, а если за тобой еще народ, и они думают, что ты знаешь, а ты ничего не знаешь. Вот беда-то. А когда за кем есть идти, слава Богу, вот Иисус тот, который идет, и мы за Ним. Аминь. Аллилуйя. У кого что есть? 2 стиха. Дадим женщинам. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышнему. Псалты 91:2. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Луки 19:10. Аллилуйя, молодец. Мирьям. Живущий под покровом Всевышнего, под тенью всемогущего покоится.
Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит меня от сети овца и от гибельной язвы. Крыльями осенит тебя, и под крыльями будешь безопасен. Щит и ограждение, истина его. Псалом 90, с 1 по 4 стих. Аллилуйя! Молодец, Мирьям. Михаил? Живущий под кровом Всевышнего, под тенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его, не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя 1000 и 10 000, одесную тебя, и к тебе не приблизится, только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивых. Ибо ты сказал, Господь, упование мое Всевышнего избрал. Ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповеданием познал охранять тебя, да не на всех путях на руках понесу тебя, да не прикнешься от камень ногою твоею. Аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил тебя, избавлю его, защищу его. За то, что он познал имя мое, воззовет ко мне, услышу его, с ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготой дней насыщу и явлю ему спасение мое. Псалом 90. Можно ведь, да? Все возможно верующему. Молодец, молодец, Миша. Слава Богу за тебя. Давайте благословим наших детей. У них огромные таланты и возможности. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что мы можем благодарить Тебя, Господь, за наших детей, которых Ты нам дал. Спасибо Тебе, что Ты не напрасно их дал. У Тебя, Господь, есть прекрасная для них судьба, Боже мой. Спасибо Тебе за это. Спасибо Тебе, Боже, что сегодня мы можем быть с нашими детьми, чему-то учить их, какой-то пример им показывать. Спасибо Тебе, что они могут подражать, могут, Господь, двигаться в вере за Тобой, Боже мой, и они это делают лучше, чем даже взрослые. Ты, Иисус, сам когда-то привел в пример ребенка даже своим апостолам. Спасибо Тебе за это. Благослови, Господь, сегодняшний день, благослови, Господь, воскресную школу, преподавателей. И та тема, которую они сегодня будут давать, пускай она будет очень-очень нужная, важная и запомнится навсегда во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь благословит, спасибо вам, с Богом. Если есть молитвенные записки, пожалуйста, кто-то принесите. Что у нас с именинниками? Есть, нет у нас именинники. Ага, спасибо. Даша, но ее нету, да? Хорошо. Хорошо. Здесь несколько есть молитвенных записок. Давайте сразу. Значит, здесь две записки за здравие. Благодарность Богу за вечную жизнь во Христе Иисусе и просьба молиться об исцелении супруги Надежды. Иван просит, и семья Турубановых просит молиться за сына, малыша Володю. Приболел, находится в больнице, с мамой в больнице. Потому что они часто болеют. Также будем молиться помолимся за Виктора Нагорного. Благословим также его во имя Иисуса. Дмитрий тоже, да. Отец наш Небесный, мы приходим сейчас к Тебе во имя Иисуса,
Как только мы приходим во имя Иисуса, всякая наша скованность уходит, потому что мы не молим ради себя, ради каких-то заслуг своих, либо ты что-то обязан нам. Нет. Мы молимся ради Иисуса, который взял на себя все болезни, начиная от Гефсимании и кончая на кресте последним вздохом. Поэтому, Господь, у нас есть это дерзновение, это доверие, это вера, Господь, что когда мы просим за больных, это не напрасно. Мы соглашаемся, Господь, с тем, что Ты исцелил всякого от всех болезней. Единственное, о чем мы просим, Господь, благослови нас с верой это принять во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, чтобы это время болезни, чтобы она, Господь, что-то нам дало понять о Тебе во имя Иисуса, чтобы мы увидели великую славу Твою в наших жизнях, в жизнях наших близких и родных. Благослови, пожалуйста, сейчас мы молим о тех, которых просят близкие и родные. Благослови, пожалуйста, надежду, исцелением, восстановлением, Господь, чтобы без остатков мы прямо сейчас, Господь, провозглашаем свободу от всякой болезни, всякие воспалительные процессы, да удалятся из нее во имя Иисуса Христа. Твоя сила, Господь, пускай проявится в ней в полной своей красоте. Благослови, пожалуйста, младенца Владимира полным восстановлением, Господь. Избави его от всех болезней и благослови его быть здравым. И благослови родителей также во имя Иисуса Христа. Приносите его с молитвой перед Тобой. Ты обязательно слышишь, и Ты обязательно исцеляешь. Молимся Тебе, Господь, о служителе Твоем, Викторе Нагорном, Господь. Благослови, пожалуйста, его восстановлением и исцелением от всякой болезни, всякий рак, какой бы он степени ни было, да удалится сейчас во имя Иисуса Христа из его тела. Все органы, которые сейчас подвержены атаке этого рака, да будут очищены и восстановлены во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, Бог мой, что Ты могуществен. И более того, Ты дал эту силу каждому, Господь. Пускай эти силы Твои небесные совершают свой удивительный труд в теле, в душе, Господь, Виктора Нагорного во имя Иисуса Христа. Молимся Тебе об исцелении Дмитрия, молимся Тебе, Господь, о восстановлении его от всякой болезни. Тебе да будет слава за все, наш Небесный Отец. Аллилуйя Тебе, во великий Бог, во веки веков. Аминь. Племянник Артем Пыстин под Херсоном пусть Господь хранит. В последнее время очень нестабильно, говорит Татьяна Куликова, просит. Господь Бог мой, молимся Тебе о Твоей чудесной охране людей, которые сейчас находятся в самых опасных местах, Господь. Во имя Иисуса Христа, Боже мой, мы молимся о том, чтобы все это прекратилось, это безумие, это натуральное безумие, всякая война сегодня это безумие, и мы просим Тебя, Господь, вразуми людей. Останови, Господь, это убийство, смертоубийство, лишение молодых людей жизни, Господь. Во имя Иисуса Христа мы молимся Тебе об этом. И мы молимся Тебе, Господь, и о том, чтобы те, которые там, и о которых молятся сейчас, Господь, яви свою милость к ним. Сохрани их, Господь, Бог мой, и дай им вернуться домой живых и здоровыми, Господь. И еще, Господь, молю, чтобы через все, что они проходят сейчас, не ожесточились они. Но, Боже мой, пускай они обретут веру в Тебя, обретут, Господь, смысл бытия и понимание того, что Ты Бог, который управляешь всем. И пускай они не начнут роптать, не начнут ожесточаться, а увидят Твою милость во всем этом ужасе. Во имя Иисуса Христа молю Тебя, Бог наш. Аминь. Когда мы ходили? На этой неделе, в пятницу мы ходили на как это называется, конференция Сыктывкарская Коми народа. И там тема такая была, как позаботиться нам о благоустройстве нашего города.
и люди болеют, люди, в смысле, душой за город, предлагают какие-то свои предложения, чтобы эти предложения вошли в резолюцию, а эти уже резолюции поступают в администрацию города, в правительство республики, в министерство. И мы также свои предложения внесли. Не знаю, войдут, нет они в конечную резолюцию, надеемся, войдут. Но я бы хотел призвать сейчас всех нас молиться об этом, молиться о том, чтобы все власти, все органы власти, которые у нас есть, начиная от муниципалитетов до государственной власти, действительно переживали, заботились о городе, как таковом. Мы видим, что что-то происходит, но вот, например, около нас две дороги. Вот есть Майегово, а есть дорога стандартный проезд и кирпичный проезд, да? И так как там невозможно ни проехать, ни пройти, то в основном весь поток здесь идет. А здесь тротуаров нет. И это, конечно, проблема. Если та дорога будет восстановлена, и это будет восстановлено, нормально можно пройти и проехать, то, понятное дело, разгрузится эта дорога. Понятное дело, что здесь меньше машин будет. Разгрузится и Старовская, и Октябрьский проспект. То есть какие-то вещи, которые вроде бы на поверку очевидные, но почему-то не делаются, хотя это не длинные дороги. И я не думаю, что это сделать с хорошим покрытием этой дороги, это большая проблема. Но как бы мы хотели бы, чтобы это было сделано, также о других улицах, о тех же пешеходных тротуарах. То, что, с чем сталкиваемся мы все, правда же? Прежде всего, это дороги, это тротуары, с которыми мы ходим, наши дети ходят, пожилые ходят, и молодые ходят, и всем это надо. То есть это наша забота, об этом также молиться. Тем более, что у Василия Алексеевича есть большой пример, когда заасфальтировали дорогу на Майегово, правда же? Когда-то было невозможно проехать, но Василий Алексеевич помолился хорошо и заасфальтировали. То есть работает. И дай Господь. И также мы просили, чтобы Миннац взял на себя также участие и координацию предстоящих презентаций, празднеств по поводу издания Библии на коми язык в следующем году. Надеемся, тоже это войдет, наше предложение в резолюции. Давайте встанем, благословим, чтобы это все вошло, и власти взяли это на заметку и двигались в этом направлении. Господь Бог наш, Ты призываешь нас ясно молиться о властях, о том, чтобы они имели мудрость, чтобы они имели ответственность, чтобы они имели возможность делать то, что необходимо для жителей городов, сел и населенных пунктов. И мы сейчас молимся о городе Сыктывкаре, Господь. Ты даешь нам возможность быть там, где люди предлагают что-то, и власть присутствует и слышит, и отчитывается о том, что они сделали, получилось ли сделать, и когда это возможно осуществить, Господь. И мы сейчас молимся о благосостоянии, о чем Ты говорил, Господь, народу своему. Молитесь, чтобы там, где вы будете, была явлена Божья милость, благосостояние народа было явно видно. И мы об этом также молимся, Господь. Благослови, чтобы вокруг церкви, здесь, в этом районе, Господь, были восстановлены все дороги, все тротуары, чтобы народ, который идет в храм Божий, не спотыкался, не обходил лужи, не обходил ямы, но шел по ровной, гладкой дороге во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, восстановление дорог, которые слева и справа от нас. Благослови, Господь, чтобы здесь были тротуары. Благослови, Господь, безопасное движение автомобилей и пешеходов во имя Иисуса Христа. Молим Тебя и благословляем, Господь, нашу администрацию, что у них было в достатке возможностей, средств, желания это сделать, Господь. Благослови. Молим Тебя об этом. Также просим, благослови, чтобы наше Министерство национальной политики, которое отвечает за то, чтобы происходили какие-то добрые взаимоотношения с церквями, взяло на себя ответственность и празднование, и презентацию предстоящего презентацию выхода Библии на коми языке в следующем году. Господь, пускай это войдет в их планы, пускай они дадут возможность в этом активно участвовать. Во имя Иисуса Христа. На этом мы благословляем наши власти.
Ты дал им и даешь им всякие ресурсы для этого. Спасибо Тебе, Бог наш. Тебе да будет слава. Мы благословляем нашу городскую администрацию, депутатов, Господь. Даруй им, Боже, хорошие мысли, светлые мысли. И пускай они увидят возможность всех их реализовывать во имя Иисуса. Всякая ложь, всякая неправда, всякие подковерные и неправедные дела да будут удалены во имя Иисуса Христа. Тебе да будет слава за все, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аллилуйя. Садитесь, пожалуйста. Еще одна. Не успею закрыть. Нет, все, слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу, слава Богу. Все, кто хотел что-то сказать, все сказали, нету свидетельств. Иван, пожалуйста, 2 минуты. Две. Мир вам, драгоценная дорогая церковь, Урасыв, Дона Вичка. Так, я думаю, я хотел посчитать, да, хотя бы минимум 3 человека, да, каждое воскресенье. 3 умножить на 2, 6 минут. Да. Шутка. Да. Недавно так размышлял вот тема как раз Данил Васильевич открыл о ведении хозяйства, да, как государство, как муниципальное да, вот сейчас вы говорили. И я недавно тоже размышлял об этом. Всегда один из примеров вот этой жизни – это моя драгоценная супруга Надежда, потому что вот сколько не прихожу, и сколько там не бываю дома, она всегда относится ко мне, как муж, да, как хозяин дома. Вот. И в некоторых отношениях так замечаю, знаете, как гость. Всегда что-то приготовить так, чтобы показать, что чтобы я пришел. Нет, не об этом. Чтобы каждый приход это было восхищение дома, да? Да. И один из примеров, я такой, я думаю, как это, почему, задавался вопросом. Вот. И я рассуждал об Израиле, о царе Артаксеркс. Царь, муж у Есфири кто? Артаксеркс, да? Насколько мне память не изменяет. Вот. И недавно читал главу 16 Иезекииль тоже. В начале там такие вещи говорится. Бог говорит, я тебя нашел, я тебя взял, я тебе приготовил все, я тебе дал свой дом, да? Тебе хозяйство. А что сделала невеста, да? Это женщина. Он к ней обращается как к невесте, да, как к жене. Она просто навела беспорядок там полный. И помните соотношение Израиля? Очень мало примеров таких, когда Бог приходил к себе как хозяин, да, в Израиль и восхищался. Помните Соломон? Помните, когда только построили скинию или храм? Просто пришел как хозяин, восхитился, и знаете, аж все упали от радости, что хозяин. Помните, священники даже не могли стоять, восхищались от того, что восхищался царь
своим домом. Вот. А в большинстве случаев мы видим, да, и он говорит, я приду и все смету, и по новой все сделаю. Так и приходил, да, в Израиль. Но жена не убиралась, довела свой дом до такого срача, что сам хозяин приходил, так выметал все выметал, даже народ. И по новой делал. Сделал, как должно было быть, да? И опять говорит, вот, брал их обратно, говорит, все равно мой завет твой, ты мне как жена, я от тебя отказаться не могу. Вот он твой опять дом, да? Вот. И тоже вот Данил Васильевич насчет вот этого всего сказал, что как мы должны обустраивать, там да, много, что мы ждем, да, от властей, что мы ждем от государства, да, от начальников наших много чего ждем. А вы знаете, что начальники тоже ждут что-то от нас. Они ждут, чтобы восхититься человеком. И есть люди в организациях, да, единицы, кем восхищаются начальники, готовы их. И в основном они их даже не отмечают. Вот. Такие вот дела. Я думал, рассуждал об этом. И оказывается, представьте себе, для церкви самый главный гость. Приходит каждый раз и думает, он говорит, я так рад, я так восхищаюсь. Иногда даже ничего не говорит, просто молчит и улыбается. И помимо этого, то, что он дал, у нас еще есть способность, он говорит, Иисус говорит, просите, дано будет, да? Нету силы, возьмите силу, попросите об этом, приложите усилия, да, чтобы было. Нету ресурсов, начните с того, что есть. У меня есть коробочка спичек, да, что я могу сделать? Дом поджечь или еще что-нибудь, или костер разжечь, или что там еще у нас есть, ручка, нарисуйте что-нибудь ручкой. Сделайте красиво. А он как хозяин смотрит и думает, вот эта хозяйка, вот это прекрасная моя невеста, которая ждет меня. А в Откровении написано, что она сама себя одела. Это еще лучше, знаете что? Интересный момент. Ладно. Время закончилось. Другая тема, да? Все, спасибо. Короче, в сухом остатке. За собой не мусорьте. Мусор не бросайте, бросайте в урны. Вы старайтесь сделать вокруг себя, если ваше свое жилье чистое и порядка, чтобы там не было никакой грязи, никаких проблем не было. Вот у Нины Ивановны подъезжаешь, новый забор, любо-дорого посмотреть, чистота и порядок, ничего не видно за забором, но зайдешь за забор, там еще красивее. И никакая администрация не нужна. То есть нам нужно заботиться о том, где мы живем сами, да? То, что мы в наших силах что сделать, то мы можем это делать. Слава Богу, Господь да благословит нас в этом. Еще одна молитвенная просьба к вам, чтобы вы молились, чтобы все у нас получилось. Сейчас как-то пришло время, чувствую в себе время, что надо как-то приглашать сюда служителей из России, таких хороших помазанных служителей. Вот договорились с Александром Подобедовым из Ижевска. Он приедет сюда в феврале месяце, будет нам служить. Вторая неделя февраля. Поэтому молитесь об этом, чтобы Господь дал тему правильную, в каком формате все это было. Готовьтесь сами, молитесь, приглашайте людей. Это вторая неделя февраля, пятница, суббота, воскресенье. Будут вот эти 3 дня выделены. А сейчас мы вот начали переговоры с Сергеем Лукьяновым о его приезде, но там тоже сроки пока не ясны. Возможно, не так скоро это получится, но тоже молитесь об этом, чтобы получилось.
пригласить, чтобы он мог послужить здесь, в нашем городе. Посмотрим, где это будет, в церкви или в нашей, либо что-то другое мы сможем арендовать, либо снять. Но это молитвенные нужды, чтобы мы это имели в виду, чтобы молились, чтобы Господь и в этом вышел нам навстречу. Аминь. Господь да благословит нас в этом. Сегодня нам будет служить словом брат Василий, и Господь да благословит тебя, Василий. Пожалуйста, добро пожаловать. Поприветствуйте теплее. Аллилуйя. Пару секунд. Аллилуйя. Даже сцена. Так давно здесь не был. Даже атмосфера чувствуется такая. Прекрасная атмосфера, удивительная. А давайте немножко побудем сейчас вот в Божьем присутствии. Немножко просто, может быть, отдохнем пару-тройку минут. Потом начнем. Мы же никуда не торопимся, правда ведь? Никуда не торопимся. Дай какую-нибудь музыку нам. Давайте побудем, просто побудем. Аллилуйя. Как пастор сказал, я сегодня буду проповедовать. Я сегодня буду говорить о Адаме, о Еве, о Эдеме, о том, что произошло, о том, что Христос совершил. Знаешь, если вот ты думаешь, что ты все знаешь об этой теме, если тебе это не интересно, спокойно можешь пойти пить кофе или выйти в коридор, сесть на диванчик. Я не обижусь. Меня сегодня вообще нельзя обидеть. Но я знаю, что там есть динамик. Ты там тоже меня услышишь. Потому что ваш пастор, он позаботился об этом. Он пророческий человек. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя. Я уже был здесь последний раз, почти год назад. Если вы сегодня нам с Духом Святым дадите 5-10 бонусных минут, мы будем благодарны вам. Смело я говорю, пастор, да? Аллилуйя. Слава, слава тебе, Иисус. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за это время. Мы благодарим Тебя за этот день и за Твое присутствие здесь, Господь. За Твое помазание, Бог. За Твою милость и любовь, которую Ты нам явил во Христе. Я благодарю Тебя, Господь, здесь за каждого. Каждый, кто оставил эту суету этого дня и пришел в этот дом. Пришел сюда, вместо Твоего пира, Господь. Место, где Твоя благодать, сила, радость, Твое присутствие, Бог. Где собрана Твоя семья, Отец. Иисус, пусть сегодня здесь будет высвобождена силой Духа Святого, атмосфера Твоего присутствия. Спасибо за ангелов, которые здесь собрались. Спасибо за чудеса, силы и знамения, которые Ты хочешь совершать. Спасибо за все новое, что Ты приготовил, Бог, для этой церкви. Я благодарю Тебя, Отец. Ты мне показывал будущее этой церкви. Ты мне показывал славу этой церкви, Бог. Сколько Ты приготовил для нее. И как Ты сегодня стучишься, Господь, в сердце каждого, пробуждая. Потому что пробуждение Бога, оно начинается с человека. Помажь, Господь, Твоей кровью, Иисус. Каждого здесь, Бог. Пусть придет сегодня утешение, Господь. Придет исцеление, свобода, жизнь. Всякое уныние, удручение пусть уйдет из жизни детей Божьих. Всякий недостаток.
Наполни, 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 Господь, по богатству Твоей славы. Великий Бог, великий Бог. Пап, Ты такой удивительный. Ты такой прекрасный Бог, такой чудесный. С Тобой так все просто. Нету шаблонов, рамок. Так все открыто, Бог. Спасибо Тебе, Господь, за Твою любовь. Слава Тебе, Иисус. Спасибо за Твое течение жизни, которое Ты здесь совершаешь, Бог. И пусть Слово, которое сегодня будет звучать, Дух Святой, оно будет наполнено силой, силой, силой Твоей, Бог. Пусть оно проникнет в каждое сердце и совершит свою удивительную работу. Пусть каждый примет то, что, Господь, Ты хочешь вложить в его жизнь. И пусть сегодня каждый, кто сюда пришел, Бог, не уйдет таким же. Но пусть Твои перемены коснутся его жизни, Бог. Аллилуйя. Спасибо за дух пророческий, который сегодня здесь. Аллилуйя. 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 Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя. Дай руку. Дух Святой говорит, что Бог исполнит желание твоего сердца. Дух пророческий здесь. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе. Спасибо, Иисус, за Твой крест, за Твою кровь. Спасибо за то, что Ты омыл нас, очистил, оправдал, осветил. Ты сделал нас детьми Небесного Отца. Спасибо, Дух Святой, что Ты освещаешь нас, наши сердца. Спасибо за то, что Ты дал каждому из нас призвание. Призвание быть Твоими детьми, сынами и дочерьми Бога. И мы благодарим Тебя, Господь, за Твое служение, которым Ты открываешь это призвание. Господь, благослови каждого войти в свое призвание, и пусть Твоя слава будет явлена в их жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Смотрю на время. Ну что ж, драгоценные, согласно теории эволюции, изначально вот вся наша Вселенная, она была сосредоточена в одной единственной сжатой точке, из которой самообразовалась какой-то сложно такой организованный мир. Но библейская модель, она представляет мир, который сотворен ее Создателем, в совершенном мире, в виде, утверждая, что сотворение видимого и невидимого мира – это было действие абсолютно свободного Бога. Бог был волен творить этот мир и был волен его не сотворить. И сегодня через Библию мы с вами можем зайти в историю мироздания. И вот дав бытие, создав землю, Творец мира в определенной географической точке насадил рай в Эдеме. В месте сегодня неизвестно, потому что потоп, он изменил географию земли и поместил там человека, которого создал. И создавая мир, Творец провозглашал: да будет, да соберется, да произрастит, да произведет, но в сотворении человека происходит иначе. Здесь мы единственно впервые встречаем слово «сотворим». И Бог, Он сотворил человека таким, каким мы сегодня его с вами видим. И Он сделал его вместилищем бессмертного духа и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек живой душою. Итак, Бог сотворил мир, сотворил человека весьма хорошо по образу и подобию своему. Адам был наделен разумом, свободой, совестью, талантами, свободой к творчеству, членораздельной речью.
Он был в состоянии цельной мудрости. Он был уподоблен Богу в его чертах, в его характере, в любви, в радостях, способностях и возможностях. И внимательный читатель Библии, к которому, несомненно, вы относитесь, непременно увидит, что в книге «Бытие» в 1 главе идет описание того, что Бог вначале сотворяет растения, а затем человека. И во 2 главе Библии происходит почему-то наоборот. Вначале идет описание сотворения человека, и потом сотворение растительности. И вопрос в том, почему так это происходит. Дело в том, что во 2 главе идет описание сотворения не земли, а райского сада на этой самой земле. Вот давайте попробуем с вами представить общую хронологию событий 6 дней сотворения. Ну и заодно, закончив урок, мы войдем в нашу проповедь. Ну, по крайней мере, попробуем это сделать. Итак, вначале Бог создал землю, небо, растения, светило, зверей. Затем в 6-й день Он создал человека, но создал вначале только Адама. Создав Адама, в тот же день Он насаждает Эдемский сад. В насажденный сад Бог вводит Адама, далее произвращает все деревья Эдемского сада для пищи и 2 особых. Затем поселяет Адама в райский сад, то есть определяет его как место жизни, и Адам получает там заповедь вкушения. Бог говорит ему о создании жены Евы, ибо нехорошо быть человеку одному. Но прежде чем создать Еву, Бог приводит к Адаму всех животных для их наречения. И уже после этого в тот же день создается Ева. Адам и Ева получают заповедь для продолжения рода. И вот этот райский сад, в который Адам был помещен, он не был экскурсионным местом, где можно было бы увидеть нечто такое необычное, но он был создан именно для жизни. Адам исследовал, он восхищался тайнами Божьего творения, и труд возделывания и хранения этого сада для Адама был настоящим удовольствием. Это не был труд в поте его лица. И в том же саду Бог произрастил эти 2 деревья. 2 дерева – древо жизни и дерево познания добра и зла, от которого человеку было запрещено вкушать, чтобы он не умер. И Бог, Он не создал зла. Зло зарождается, когда упраздняется созданное Богом добро. Это как затухающий костер, который уже перестает давать тепло. Поэтому и в самом дереве познания зла не было зла. Но есть пару вопросов. Для чего нужна была вот эта заповедь невкушения? И в чем была необходимость вот этого дерева познания добра и зла для Адама и Евы, если это привело к таким печальным событиям? Ну, казалось бы, вот не было бы этого дерева в саду. Грех не возник бы, и мы бы сейчас не сидели бы здесь такие немощные, такие смертные, такие грустные, а мы пребывали бы сейчас там на небесах, в этом Эдемском саду, восхищались его удивительным созданием этим, возлежа на прекрасной траве, рядом с нами играющими тигрятами и ягнятами. У Адама была свобода выбора. Бог сказал, с этих деревьев можешь есть, а с дерева познания добра и зла не смей. Но у Адама была свобода воли. Он может поступать так, как сам захочет. И вот это дерево познания, оно испытывало послушание, доверие и свободу Адама. И отсюда у него была и возможность реализации этой свободы во зло. Все созданное Богом было прекрасно. Была удивительна совершенно свобода, которая была дарована Творцом человеку. Еще был прекрасен, еще обладал свободой и сам ангел Деница, сын Зари. И мы знаем из Святого Писания, что он-то и стал автором всего зла в этом мире через извратившуюся им самим его свободную волю. И апостол Иоанн говорит, если ты совершаешь грех, ты совершаешь беззаконие. Это значит, что ты становишься соавтором зла. Всякая неправда есть грех. Итак, причина греха – это воля дьявола, который согрешил первым, а затем склонил к греху человека. И воля самих людей, которые добровольно отвращаются от воли Божьей. Поэтому, когда мы с вами взираем на этот человеческий род, как, например, говорит христианский догматик Хемниц, то замечаем прискорбнейшее многообразие преступлений, бедствий,
болезней, смерти и тому подобного. И для нас должно быть совершенно важно и ясно, что Бог, Он не является причиной греха, Он не желает греха, но Он гневается на грех. И здесь правильно поставим ударение. Бог любит человека, любит, но Бог гневается на грех этого человека. И поэтому Христа на крест вел не гнев Отца за наши грехи, а Его любовь к нам. Давайте вернемся к Бытие 2.8. Можете вывести на экран? Бытие 2.8. Аллилуйя. «И насадил Господь, Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». Для чего Эдемский сад был создан при Адаме на его глазах? Для того, чтобы Адам мог убедиться, что и весь мир был создан тоже Богом. И заметьте, что только Адам был свидетелем насаждения Богом Эдемского сада. Евы еще не было. Но посмотрите, где создается Ева. Адам был создан из праха вне Эдемского сада, а Ева создается из ребра Адама, когда он уже был помещен в рай. Адам, он был создан вне рая, а Ева была создана в раю. Поэтому всех женщин, всех сестер можно назвать райским созданием. Пастор, посмотри на их глаза. Райские создания. Аллилуйя. Итак, только ангелы являлись свидетелями сотворения мира. Адам являлся сотворением и свидетелем сотворения Эдема. А мы же с вами верою познаем, что века были созданы Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое, и вера наша, она сегодня служит основанием нашего богопознания. Итак, все еще прекрасно в жизни наших прародителей. Они не знают ни холода, они не знают зноя, они не знают никакой нужды. Еще никто не уснул на проповеди. Если вы задремаете, все в порядке, не смущайтесь, побудьте в Божьем покое. Другими словами, нет обстоятельств, которые бы заставляли наших прародителей вкусить от запретного плода. И идея преступления, ослушания Бога, она не возникла сама по себе. Она последовала лукавому предложению сатаны. Такой вопрос в церковь. Он когда-то уже задавался. Может ли Бог создать камень, который не сможет сам поднять? Может ли Бог создать такой камень, который сам же и поднять не сможет? Я думал, будет лес рук, но... Конечно, потому что Бог всемогущ. Он способен. Вопрос в том, что это за камень. И вот этот камень – это свободная воля человека. Свобода выбора для Адама и Евы, она ограничена. А свобода воли открыта. Ты можешь послушаться Бога, а можешь ослушаться. Это как и сегодня. Бог не дает нам права определять, что такое хорошо и что такое плохо, потому что это Он учредил нравственный закон. А вот свободу нашего выбора Бог не вмешивается. Он предлагает нам спасение, но Он становится бессильным перед нашим выбором. И Он принимает этот выбор. И поэтому все, кто идут в ад, они идут туда по своей собственной воле. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог? Обратите внимание на эту тактику сатаны. Он таким выставляет себя благодетельным учителем. Вот здесь точно подметил
один из богословов, Джон Джески, дьявол не сказал Еве и никогда не скажет нам сегодня: давай, иди ко мне, я научу тебя грешить. Он никогда так не скажет. Нет, он говорит: послушай, позволь мне помочь тебе стать счастливее и жить интереснее. Конечно, конечно, Бог очень хочет вашего счастья. Но подумай только, зачем Он посадил такое прекрасное, удивительное растение, древо в саду, если вам нельзя есть его плодов? Бог не хочет, чтобы ты наслаждался или наслаждалась жизнью в полной мере. Бог совсем другой, нежели ты о нем думаешь. И вот насколько это верно, что ад, он абсолютно непривлекателен. И что делает дьявол? Он делает привлекательной дорогу туда. Он делает привлекательной дорогу. Иначе он говорит: жизнь одна. Возьми от этой жизни по полной. Грех? Да не переживай ты по этому поводу. Ведь Бог есть любовь, и Он простит тебя. Вот только дьявол, как всегда, не договаривает. Может быть, ты и покаешься. Слава Богу. Но там, за непослушанием Богу и следами пути греха, пойдут поломанные жизни, разбитые планы, разбитые надежды. Там будут разрушенные семьи, непрощение, гнев, обида, разочарование. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Кому дана эта заповедь, церковь? Только Адам слышал повеление Творца не вкушать от древа. И кого соблазнил сатана? Еву. Она не была свидетелем сотворения Эдема, она еще не была создана. Она не слышала от Бога повеления не есть от древа. И вот Адам, он подвергся обману и был искушен грехом посредством другого человека. Вот будь осторожен. Если дьяволу нужно будет достичь своей гнусной цели в отношении тебя, он часто будет использовать тех, через кого имеет возможность совершить свои злые замыслы. Он предварительно введет в ложь этого человека, а через него выдаст свои цели. Для тебя вот эти свои цели за волю Бога. И он всегда нарисует радужные перспективы. Он лжец, он всегда обманывает. Как вы думаете, может быть, нам уже пора понять и разоблачить дела дьявола? Дьявол тоже благословляет. Он может дать деньги. Он может дать здоровье. Он может дать еще что-либо. Он может благословить. Но он дает это не бесплатно. То, что он дает, он всегда дает в долг. И однажды, когда человек, клюнувший на эту приманку, присытится грехом, и вслед за этим в пришедшую в его жизнь горечью он начнет понимать, что его обманули, вот тогда враг и придет за своими процентами. А затем он востребует весь долг. И о чем спросил сатана Еву? Бытие 3.1. Дайте нам, пожалуйста, Бытие 3.1. Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? Мы видим, насколько хитер наш враг. Насколько он хитер. Насколько он лукав. Он подходит к Еве. И он говорит: Ева, а ты уверена, что ты поняла все правильно? Он сегодня Библию показывает. Ты уверена, что ты поняла все правильно, то, что говорит Бог? Что он делает? Он сеет ложь. И он внушает мысль о несправедливости Божьего запрета. Как так?
Разве может любящий Бог отказать в удовольствии своему творению, венцу творения, вкушать столь вкусные плоды, которые Он создал? Он внушает мысль. Бог не так уж и любит тебя, раз Он дает тебе такие запреты, а ты неправильно его понимаешь. И речь идет о другом. И что сказала Ева? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов деревьев, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Ева слышала истинную заповедь со слов Адама, но дала ему свое толкование того, что заповедал Бог. Не ешьте и не прикасайтесь. Не прикасайтесь. Этих слов Бог не говорил. Этих слов в заповеди нет. И дьявол немного подтолкнул Еву. Оп. Она прикоснулась к дереву и увидела, что она не умерла. Ах, так значит, я могу есть их плоды? Дьявол хитрый враг. Искушение он начал с вопроса. Он никогда не пойдет на пролом, но тихо, незаметно, так, чтобы человек не заметил резкой перемены в своей жизни. Он, конечно, ее заметит, но тогда, когда будет на крючке врага. Точнее, когда человек позволит ему это сделать. Сатана не подталкивает Еву. Давай, попробуй. Вкуси, этот плод реально вкусный. Он знает, что Ева не поведется на это предложение. Она знает о запрете. И потому сатана смешивает Божью истину со своей ложью и делает ее правдой. А уже малая закваска, она заквасит все тесто. Вот почему сказано, не давай места дьяволу в твоей жизни. Вопрос врага выглядит нормальным, наивным, как будто он не знает. Скажи, Ева, это правда, что Бог запретил вам вкушать плоды с этих деревьев? Почему? А что в этом такого? Это его тактический ход на последующие века и на последующие поколения людей. Он увлекает человека в диспут. Его задача сделать так, чтобы человек оставил свою веру, сказанное Богом, он включил свой разум и логику, так что он уже как душевный не мог принимать того, что от Духа Божьего, и стал это почитать все безумием. Движение силы Духа Святого, о чем вы говорите? Так что люди падают под действием Божьей силы, у них бегут эти мурашки, бегут электричество по нему, жар и огонь. Он пропитывается маслом, и в руки в золоте становятся. О чем вы говорите? Этого не может быть. Как ты можешь говорить о том, чего ты не испытал? О том, чего ты не знаешь? Священники в храме, в присутствии Бога, попадая в это облако, падали. 120 священников. Апостолы пьяные лежали, валялись на полу, когда их коснулся Дух Святой. Воины, которые пришли арестовать Христа, попав в присутствие Божие, упали пред Ним под действием Божьей силы. Но душевный человек скажет, это невозможно. Это не от Духа Божия. Подлинно ли сказал Бог? Вот этот искушающий вопрос, он рано или поздно, он услышал каждый. Подлинно ли то, что ты прощен? Подлинно ли то, что ты свят, праведен, чист, угоден Богу? Правда ли то, что ты исцелен? Подлинно ли то, что Бог хочет дать тебе финансовый избыток? А подлинно ли Его благодать? Подлинно ли Бог усыновил тебя так, что Бог стал твоим небесным папой? Подлинно ли Бог в тебе? Подлинно ли то, что ты новое творение, что ты умер, воскрес и посажен на небесах? Подлинно ли Бог любит тебя? Подлинно ли то, что Бог говорит в Своем Слове?
И вот этот голос, он всегда звучит с одной целью – сделать навсегда тебя ветхим Адамом, выдворенным из Божьего сада. Как? Да так, чтобы ты принял эти вопросы и сделал своей реальностью. И твой христианский путь стал вымощенной мостовой из камней и твердынь твоей самости, твоей религиозности, твоей вины, твоего недостоинства, твоей греховности на виду у ангела с обращающимся мечом на входе в сад, твоим стойким усилием ношения твоего креста, достижениями делами твоей святости, не пережитой внутри тебя жизни, силы, огня, движения, прикосновения Святого Духа. Это не так, потому что благая радостная весть евангельская о том, что хочет, и то, что дал нам Отец силой Духа в крови Иисуса, потому что Его Слово, оно пронизано Его любовью, Его обетованиями. Отец желает, чтобы мы были здоровы. Он хочет, чтобы мы были финансово обеспечены, мы были успешны, мы были счастливы. Отвергни эту ложь врага. Прими истину, которая делает тебя свободным от лжи, от страха, от вины, от пустоты, от неустройства. Послушай, так написано. Иисус с тобой, и Он в тебе. Тебе дана сила Святого Духа, ты обладатель небесного наследия. Ты исполнен всею полнотою Божию, и она в тебе. Ты облачен в Божью праведность, и обетования, они даны для тебя лично, и Бог желает их исполнить в твоей жизни. Узнай об этом из Библии. Но доколе исполнится Божье Слово, это Слово, оно испытает тебя. И поэтому по слову Павла нам нужно иметь терпение и стойкость, чтобы, исполнив волю Божию, мы получили то, что нам обещано Богом в Его Слове. Если ты намереваешься нести свой крест, я, наверное, разочарую тебя, потому что Бог знает, что ты не способен на это в силу Его тяжести. Мы не способны нести всю тяжесть греха, вины, страдания, осознавая их. И Господь и не велит нам это делать. Он говорит об обратном, зная все это, Он сам претерпел, и Он нашу ношу взял на себя. И апостол Петр, познав эту истину, он говорит: все, еще раз, все, еще раз, все твои заботы возложи на Бога, потому что Он печется о тебе. Не просто заботится, забота это какое-то временное, но Он печется, это постоянно. Он хочет быть в твоей жизни и взять заботу этой жизни на себя. И вот лучшая дорога, на которой ты можешь принести свой крест, это будет дорога на Голгофу. Принеси свой крест к подножию креста и оставь его там. И вот эта смерть на позорном кресте, как возмездие за грех, она была предназначена для нас. Но вместо нас, за нашу вину, зашел на крест Иисус. Он заменил тебя собой. Он заменил тебя собой. Он умер вместо тебя на кресте, который был предназначен для тебя. Он умер на твоем же кресте, который сам же и принес на эту Голгофу. Кстати, возвращаясь к входу в Эдем, предвосхищая события проповеди, ангела с обращающимся мечом там больше нет. Вход в Эдем открыт, и это в жертве Христа. Но что хочет враг? Он хочет скрыть этот факт искупления, чтобы искупление не стало спасением. Он уводит фокус внимания от креста, от вечности на временную эту земную жизнь. Ценное он делает неважным, а суетное он возвеличивает. Он делает подмену понятий, он говорит: послушай, земная жизнь, она такая короткая.
Успей насладиться этой жизнью. Но он говорит о грехе. И тут же он говорит, послушай, не такая уж она короткая. Наслаждайся, ты успеешь еще покаяться. И в Бытие 3:6, дайте нам на экран, увидела жена, что дерево хорошо для жизни, для пищи, оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, взяла плод его и ела, и также дала мужу своему, и он ел. И здесь перед нами два вопроса. Почему Ева предлагает эту запретную еду, этот запретный плод Адаму, и почему Адам в еще не погрешенном состоянии соглашается на это преступление? Гордыня, мать всех грехов, она уже вошла в сердце Евы, и прелесть, как сестра гордыни, она уже шептала: Ева, ты достойна лучшей жизни. Ева, ты достойна лучшего. И гармония жизни нарушилась. И еще не был соблазнен Адам, но жизнь человеческая уже пришла в полный хаос. И Ева прежде, которая знала о зле и теперь познавшая его, уже на правах главенства предлагает Адаму присоединиться к ее удивительному познанию. И поступок Адама, он равнозначен самоубийству. Понимал ли Адам, что то, что совершила Ева, это преступление заповеди? Конечно, понимал. Понимал ли Адам, что Бог может простить этот грех Евы? Да. И вот он стоял перед Евой, которая держала этот плод в руках. Он стоял, смотрел, и он слушал в своем сердце голос Бога. И он понимал, я должен принять решение. Я должен принять решение. И тогда вот понимая то, что совершила Ева, но до конца еще не осознавая всего этого, он уже понимал, чувствовал эту отчужденность их друг от друга. И Адам уже тогда понимал, что они с Евой больше никогда не смогут быть вместе. Никогда. Потому что они стали разными. И Адам, он стоял перед выбором: послушаться свою жену или ослушаться Бога. И вот этот страх, дух страха уже витал там рядом. И он так боялся, он так не хотел потерять свою жену. И вот это нежелание потерять Еву вдруг стало для него выше, нежели его желание быть послушным своему Творцу. И Адам принимает решение, то, которое привело к этим печальным событиям. Адам не хотел лишиться радости общения, единственного себе подобного в раю. И Ева, как будто, знаете, она оказывается, вдруг как будто оказывается по подобию ближе, не ближе Творца, и он делает выбор в пользу Евы. И вина Адама не в том, что он последовал словам жены, а в том, что он поставил ее слова, ее учение, ее решение выше Божьего Слова. И вот эта Божья воля, она всегда как сталкивается с человеческим своеволием, который говорит: я делаю то, что я хочу. Это моя жизнь. Я живу так, как я хочу. Это не твоя жизнь. Это не твоя жизнь. Бог выкупил ее. Если она твоя, тогда скажи, почему ты принял такое решение родиться в это время? Почему ты принял это решение? Нет, мы были приведены сюда, чтобы стать искупленными людьми. Мы можем даже не называть грех грехом, оправдывать дела непрощения, гнева, мести, пьянства, блуда. Эти все дела своей воли, но Господь говорит, это грех. А возмездие за грех – это смерть. И в Бытие 3:7 написано, если нам откроют, открылись глаза их обоих, и они узнали, что ноги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание.
Они не знали до преступления этого стыда. Их одежда была из света славы, и сейчас они познают стыд, увидев эту свою наготу. Гармония с Богом нарушена. Они слышат голос Бога и прячутся от того, с кем пребывали в абсолютном благе. Они прятались, потому что увидели Бога гневным на них. Хотя Бог не изменился. Когда ты косячишь, когда ты в чем-то согрешишь, Бог не изменяется. Он остается таким же. Но меняется их духовный взор, искажается этот образ Бога, которого начинают видеть. И в их жизнь это пришло чувство стыда, вины, то чувство, которое мы сегодня испытываем с вами от наших ошибок. И теперь мы с вами прекрасно понимаем, к чему приводит это ослушание Богу. Понимаем, забываем. Мы смотрим вокруг на этот мир, и мы ничего не меняем. Потому что можно всегда сказать: я согрешил, но ведь я не виноват. Это грех Адама, который во мне, это он толкает. А так я желтенький, пушистый. Но в реальности это означало бы то, что ты хочешь и курить, и пить, и блудить, но ты хочешь, чтобы тебе за это ничего не было. Чтобы Бог не отдалялся от тебя, когда ты грешишь, и оставался с тобой в лично сконструированной тобой христианской жизни. Быть привитым к лозе, но иметь свои корни, свою избирательность и питание от этого мира. И вот в Адаме это грех, сходы дали свои семена. В нем говорит страх и гордость. И в этом мире этот плод стал семенами для души человека. У автора христианских стихов Бет Мур есть такие строки. «Меня зовут гордыня, я обманщица. И ложь моя достигнет цели, когда, оставив Божье направление и пути, вы пуститесь искать свои. Когда вдруг недовольство ощутив, вы молвите: я лучшего достоин. Когда всезнайкою вы начнете вы считать себя, когда исцеление ища откажетесь простить так много в вас меня, когда вы святости ища откажетесь, однако, в ошибках признаваться, когда и перспективы исказятся, весь взгляд ваш к отражению в зеркале прикован, а не к тому, что вне его, когда считать начнете вы хорошим другом лишь того, кто оценить вас по достоинству готов». Как-то дьявол завел со мной мысленный разговор. Он стал говорить о болезнях, о их существовании, и типа: будь честен, взгляни на свою жизнь. Ты сам в столкновении с ними. Но я тогда уже знал, к чему приводят вот эти разговоры. И я помню, как сказал ему: иди расскажи об этом сначала моему Иисусу, а потом, если я захочу тебя послушать. Хочешь поговорить со мной? Говори с Иисусом, моим старшим братом. И вообще, мне мой папа не разрешает разговаривать с посторонними и чужими. Вот что такое. Будьте как дети. И Ева должна была сказать на слова врага: нет. Так говорит Господь. Ее ошибка состояла в рассуждении над тем, с чего она из первоисточника не получала. Ева сама себе разрешила и назначила новые правила и свободы жизни. Грех Евы в своей воле: я поступаю так, как я хочу. Ошибка современных Ев и Адамов даже обесценивание Слова Божьего и отсутствие страха Божьего. Люди взяли на себя право определять, что есть добро и что есть зло. Они не хотят рассуждать, что входит в категорию добра и зла со стороны Бога. Что мы должны делать, когда приходят в нашу жизнь хульные, скверные, непотребные мысли и желания? Гнать. Гнать их от себя. Прочь, не давать им укорениться, не давать им увести нас, увлечь. Потому что мы знаем, кто источник всего худого. Не случайно Павел говорит, что худые сообщества, они развращают нравы добрые. Но почему Бог закрывает этот вход к древу жизни?
Потому что это вкушение плода давало бы Адаму и Еве, их потомкам, вечную жизнь, бессмертие и безболезненности. И если бы они, согрешившие, вкусили этот плод, они стали бы жить вечно, но в состоянии греха. И в отличие от них мы сегодня знаем, что значит жить в горе, в страданиях, в войнах, во вражде. И поэтому Бог и закрывает этот доступ к древу жизни. Он изгоняет и отсылает из райского сада наших прародителей. Бог объявляет свое решение Адаму и отправляет обратно за пределы Эдемского сада. Адам был выведен за пределы этого сада, но мы сейчас с вами можем зайти еще немного в глубину слова. В Рим 5:12 написано, и нам выведут, как одним человеком грех вошел в мир, а грехом смерть, так смерть перешла во всех человеков. И в этом стихе ключ. Грех вошел в мир, а не в человека. В человека вошла смерть. То есть согрешение человека уже происходит в состоянии его духовной смерти. Не смерть вошла через грех Адама, а грех вошел, когда духовно умер Адам. То есть духовная смерть Адама, она стала причиной всех человеческих согрешений. То есть дьявол погружает человека в грех не так, что он заставляет его грешить, будучи схваченным за горло, но воля человека прельщается ложью сатаны и послушно предается всему, что ведет его на погибель. Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — вечная жизнь во Христе Иисусе. И вот для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить все дела дьявола. И грех, как причина, он привел к разрушительному следствию смерти. И жертва Иисуса, как причина, привела к созидательному следствию, к жизни. И как все мы однажды стали причастны делу Адама, греху Адама, мы стали причастны к искуплению Христа. Как поется в одном причастном гимне, смертью смерть попрал Спаситель наш Иисус. Грех наш уничтожил, спас от смертных уз. Волею Своею смерть избрал и, воскреснув, дал нам вечной жизни дар. Вот как велика милость Господа человеком, каждому, кому дан этот дар спасения. И в Откровении 7:9 написано, пишет Иоанн, «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, всех племен, колен, народов, языков, стояло под престолом, пред Агнцем в белых одеждах». И у всего есть логическое завершение. Но любое завершение всегда открывает дверь того, что называется следующее. Я постепенно буду говорить слова, завершающие проповедь. Но завершившись, они откроют дверь в следующее. И я иду дальше. Я иду дальше. И это приглашение для всех вас. Я хочу быть там, где я еще никогда не был. Увидеть великое недоступное, чего я еще не знаю. Утвердиться духом во внутреннем человеке, воспринять, что ширина, длина, высота и глубина, и познать преобладающую над знанием любовь Христа, и познать силу Его воскресения. И после всего взглянул я, и вот великое множество людей. Иоанн видел нас там, в нашем будущем. Останься во Христе, и этот стих будет для тебя. Послушай, только в одеянии небес можно попасть и быть на небесах. Святая одежда непорочности, она укрывала наших прародителей в саду Эдема. И грех, он сменил их гардероб. И нагие, они шили себе смоковные листья и сделали себе опоясание. И вот эта одежда чистоты, святости, праведности, она может быть изготовлена только небесным ткачом. Он шил ее, и он предлагает эту одежду праведности для каждой кающейся души, которая получает оправдание даром по благодати. И вот этот ангел с обращающимся мечом, он стал горькой новостью
о том, что человеку-грешнику невозможно вернуться в Эдем. Мы оказались очень далеко и местом, и временем от райского сада. Но Бог, Он стал нас искать, каждого, как Адама в саду, чтобы Его нашли не искавшие Его, и Он открылся не вопрошавшим о Нем. Тогда дьявол, он солгал Еве, он не договорил. Он предложил ей плод дерева, которое содержало в себе семена. Ева, вкусив плод, вкусила и приняла в себе семена. И из этого семени выросло дерево познания внутри них. Но Отец, Он выкорчевал это дерево и, посадив на то место сегодня свои семена, Он посадил Христа, ставшего сегодня древом жизни внутри меня. Поэтому и не приходит Царство Божие к нам приметным образом, потому что оно уже внутри нас. Как его обнаружить внутри себя? Только верой, только его постоянным проявлением в нашей жизни. Я говорю это сейчас тем, кто верит в это. Я говорю это как личное свидетельство. Царство Божие, оно не просто ко мне приблизилось. Оно пришло, оно внутри, оно стало моей частью. Оно пришло к нам через разорванную завесу, которая есть разорванное на Голгофе тело Христа. И Отец, родивший меня и себя, и Он, ставший мне папой, Он поместил это царство внутри меня. И я говорю это пророчески. Бог наполняет все собой. Царство Божие, которое должно быть в тебе, оно подобно накрытому столу, самой вкусной едой, даже той, которой тебе еще отведывать никогда не приходилось. Хозяин царства накрыл его, это все для тебя, все оплачено. Он говорит, мой сын оплатил этот пир для тебя. Стол накрыт, стульчики расставлены, и ты можешь в брачном веселье сесть за этот стол, насладиться плодами завершенной работы Христа, а можешь чинно и религиозно остаться стоять у этого стола благодати. Иисус, искупив, Он вернул нас в Эдем. На Голгофе Он совершил обмен. Он взял все наше плохое и дал нам все свое доброе. Его царство внутри меня. Он вернул меня в Эдем, поместив Эдем внутрь меня. Он поместил его внутрь тебя. Он вернул нам этот Эдем. И как и тогда Адам был в Эдеме, сегодня мы своим духом находимся в этом новом небесном Эдеме. Вы знаете, сегодня я осознаю и понимаю себя как новое творение. Я живу этим фактом. К тому же я мистик, я не скрываю от вас это. Я живу наслаждением. Я наслаждаюсь в Боге, и вся моя жизнь сегодня – это Иисус. Иисус, Он и есть моя жизнь. Он вернул меня в Эдем, в сад наслаждения. Он вернул меня в наслаждение Его присутствия. Сегодня я свидетельствую это перед вами. Я живу в атмосфере наслаждения. Я нахожусь внутри наслаждения того, которое есть личность, которое есть Христос. Я наслаждаюсь наслаждением, несмотря на неприятности, атаки врага, но я живу этим. Я живу какой-то новой реальностью. Это то, что Бог предлагает каждому его ребенку. Это твое служение, твоя работа, дела, твои финансы. Они все текут из сферы Божьего наслаждения. Когда ты можешь наслаждаться жизнью Христа, Его жизнью внутри тебя. Мой дух сегодня, он чувствует эту атмосферу в этом огне Божьем, эту атмосферу Божьего присутствия, общности с тем, кто живет этим. Вы знаете, я хочу видеть Бога Отца. Не кидайте в меня камнями или Библиями. Не может человек увидеть Бога и не умереть. Но ведь мы же умерли.
Мы умерли во Христе. И мы воскресли с ними и посажены уже на небесах. Мы живем новой жизнью. Мы живем как новые творения. Вот если ты веришь в Иисуса, что Он через твою веру сегодня в твоем сердце, Он в тебе, а ты в Нем. Верой ты живешь этой удивительной новой жизнью, потрясающей осознанием себя на небесах. И это вот пророчески для кого-то. В твоей жизни сегодня есть проблема, с которой ты сражаешься уже несколько лет. Не сражайся с проблемой. Не сражайся с обстоятельствами. Погружи их в Иисуса Христа и превозглашай над ними победу, потому что твое сердце – это сердце победителя. Позволь Богу стать победителем в твоей жизни. Ты Божье дитя. И только для невозрожденного разума Божья воля – это закрытая страница жизни. А весь о спасении – это безумие и уродство. Не оборачивайся на свое прошлое, как жена Лота. Возможно, что-то тебя связывало с прошлым, с хорошим, с этим городом под названием прошлое, местами, событиями. Вот если это слово для тебя, то прими, найди отклик в своем сердце, не смотри на прошлое, потому что оно превращает тебя в соляной столб. Оно обездвиживает твое духовное движение, останавливает тебя, заражая таким дегтем сожаления о недостигнутом, упущенном или о том, что тебя обижало. Сегодня мы заканчиваем это путешествие в историю Эдема, обетований. Мы будем молиться. Включите нам музыку, мы побудем в присутствии. Аллилуйя. Мы с вами будем молиться скоро, прославлять Бога. Не потому, что это таким является хорошим завершением проповеди, но это из чувства нашей благодарности, осознания себя детьми нашего Небесного Отца. Потому что молитва – это хвала, это дыхание нашей веры. Мы собираемся здесь, вот в этот особенный день, называемый воскресением, потому что этот день для нас блаженное напоминание о том, кто дал на себя выкуп, смерть. И воскресение, славной победе над грехом и смертью. Этот день стал первым днем воскресения нового творения, новой жизни. И вот тот первый шаббат, суббота сотворенного мира, была прообразом истинного шаббата и шалома, который мы можем найти только во Христе. Вот это наше празднование победы нашего Господа над смертью. Это вхождение в вечный покой через веру во Христа. Поэтому мы сегодня здесь. Я сегодня пришел в церковь не для того, чтобы встретиться с Господом. Я пришел, потому что я уже с Ним. Царство Божие, оно внутри вас есть. Это значит, что брачный пир, он внутри нас. Он в нашем духе, в нашем душе, в нашей плоти. И наш дух на этом пиру. И этот пир Бог переносит туда, где мы находимся. Где бы мы ни были, на работе, дома, на служении. И церковь – это дом Божьего пира. То есть церковь, служение выражается в виде пира, радости, веселья, смеха, опьянения в Духе Святом. И сегодня этот путь к древу жизни открыт. Но люди сами не хотят идти к нему, потому что жизнь во грехе стала реальнее желания, чем жизнь без греха. Ты знаешь, сегодня так много людей не пришли на этот пир. Не смогли или просто не захотели. Так много званых на этот пир, но люди идут на торговлю и поле, чтобы заработать на работе или все лето на даче. И Отец, Он предлагает вместо этих забот, бедности, трудностей и борьбы свой мир, свой покой, свою радость и свое устройство. И на этом пиру за Божьим столом всего больше,
чем ты сам сможешь найти, получить или добиться, заработать. Даже работая с утра и до вечера, посвящая своим трудам даже воскресный день. Работа – это не проклятие. Проклятие – это работа в поте лица. Знаете, как-то Святой Дух, Он показал мне, как церкви, общины, собрания, домашки, каждый сам по себе накрывали вот этот стол. Одни принимают Его благодать. Их стол полон силы, чудес, небесного вина, исцелений, свободы, радости, смеха, покоя. А у иных стол полупустой. У иных достаточно пальцев на руках, чтобы пересчитать. А на ином столе у некоторых вперемешку угощение незваного гостя. Какой вы выбираете стол? Отец приготовил этот пир для его детей. Это пир по благодати. Он в голгофском деянии Христа. И в Песне Песней 2:4 сказано, Он вел меня в дом пира. В оригинале написано, Он вел меня в дом вина. Это время радости. И как утешительно сказал Неемия, не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для всех. Давайте помолимся. Аллилуйя. Господь, спасибо, что мы сегодня здесь, а не случайно. Для каждого, возможно, были какие-то обстоятельства, которые препятствовали ему быть сегодня. Но Твои дети, Господь, сегодня здесь, пред Твоим лицом, Бог. И мы победители в Тебе, Иисус. Спасибо, Пап, спасибо за Твою победу в жизнях и путях Твоих детей. Ты не дал нам заповедь «Будь грешен, как Адам», но Ты сказал «Будьте святы, отделены, будьте разъединены со грехом и будьте подобны Христу». Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживают. От Адама гибель и смерть, от Христа спасение и жизнь. Как через жизнь Адама пришла смерть, через смерть Иисуса пришла нам жизнь. Иисус, Ты вернул утраченное Адамом. И пусть сегодня в жизни тех, у кого есть духовные пустыни, они станут садом, напоенным водой жизни. И пусть Господь каждого коснется преобразовательная сила Святого Духа. Дай нам, Господь, познание Тебя. Дай нам, Господь, познание Твоей жертвы. Дай нам каждому увидеть себя возвращенным в Эдем. Дай нам, Господь, каждому осознать себя вернувшимся на небесах в Твое присутствие. Дай нам, Господь, знать, ощущать своим духом, душой и телом и познать, Бог, эту новую реальность жизни в Твоей славе. Слава Тебе, Бог. Я прошу Тебя, Отец, коснись сейчас каждого, Господь, кто нуждается в исцелении, Бог. Пусть прямо сейчас будут исцелены все душевные раны. Пусть прямо сейчас будут исцелены все раны сердца. Пусть будет прямо сейчас исцелено прошлое. Отец Небесный, возложи руку Твою на каждую больную плоть. Во имя Иисуса Христа, прямо сейчас, пусть каждая клетка тела будет исцелена, возвращена на свое место. Спасибо Тебе, Иисус. Тела, будьте исцелены. Немощь, выйди вон. Убирайся прочь. Свобода, жизнь, благодать. Спасибо Тебе, великий Бог. Дух Святой, пусть Твой огонь течет. Пусть Твой огонь течет в их телах, душах, в их духе, Бог.
Пусть это движение Твоего огня, Твоей силы и Твоей жизни, Святой Дух, прямо сейчас оно течет от макушки головы до подошвы ног. Во имя Иисуса. Жизнь. Спасибо Тебе, Иисус. Благослови все это дальнейшее время, Бог. Благослови дальнейшее общение, эту радость в Тебе, великий Господь. Мы благодарим Тебя за это собрание, благодарим Тебя за это место и время, великий Бог. Мы посвящаем его Тебе и Твоей славе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Спасибо, Василий. Слава Богу, как всегда, очень много информации от и до, от сотворения и до воскресения, и до восхищения. Но очень важно это было, и Господь благословит нас о том, что Едем, он не потерян, он в нас. Аминь. Это радостная весть. Мы не блуждающие каких-то на просторах, ищущие домой дорогу. Господь пришел сам к нам. Раз мы не смогли к Нему прийти, как там говорит, если кто там, Магомед не горит, то гора к Магомету или наоборот? Кто куда идет? Ну вот, раз мы не смогли прийти в Едем, то Едем пришел к нам. С чем я вас и всех поздравляю и возрадуемся этому состоянию блаженного пребывания в покое Божьем. Вот покой, я думаю, это вот прообраз Едема, да, где нету вот этих вот потуг, в поте лица труда, а труд в радость и во славу Божью. И Господь да благословит всех нас. Если у кого-то есть желание помолиться, чтобы Василий послужил и дальше молитвами, может быть, какое-то пророческое слово высвободил, то можете подойти, и Господь да употребит Василия, и он двигается в этом для каждого из вас, у кого есть в этом желание. Благословим еще раз и столы, которые будут, и память. Сегодня также вспомним и Марию Васильевну, которая 2 года назад ушла от нас. Хорошая ведь сестра. Аминь. И она не то, что ушла в небытие, она с нами, она в лучшем месте. И, как сказал Господь Христос, у Бога нет мертвых, у Него все живые. Аллилуйя. И она сейчас в небесной церкви. Мы в земной церкви, а она в небесной церкви. Но мы соединены все равно в одном теле в Иисусе Христе. Отец наш Небесный, спасибо Тебе за этот день. Спасибо Тебе, что мы можем благословлять этот день именем Твоим. Осени нас, Господь, своим крылом, чтобы мы, Господь, видели, в каком состоянии мы находимся, где мы расположены сейчас в Тебе, Господь. Мы сегодня слышали, Боже мой, этот Едем пришел в нас. На земле его нету географически, потому что он в нас, в детях Божьих. Спасибо Тебе. И что в нас есть это древо жизни, которое всегда нас питает, всегда нам дает жизнь, силы, энергию, жить, двигаться, возрастать. Спасибо Тебе за это. И благослови, Господь, наше общение дальше за столами. И благослови, Боже мой, Ты говоришь, вспоминайте тех, которые ушли до вас. И мы сегодня с благодарностью, с благословением вспоминаем нашу дорогую Марию Васильевну, Господь. Спасибо Тебе, что она здесь была, в этой земной церкви, и сейчас она в небесной церкви. И как здесь она служила, то и там она служит. И мы, Господь, в предвкушении встречи, которая обязательно будет. И мы благословляем, Господь, всех тех, которые ушли перед нами. И в следующее воскресенье, Господь, благослови нас также посвятить воспоминаниями, вспомнить слова, которые говорил нам Василий Иванович Попов, чей день рождения мы будем вспоминать в следующее воскресенье. Благослови, Господи, положи на сердце кому-то какие-то особенные слова, свидетельства, которые остались о нем. И мы хотим, Господь, также воздать Тебе славу за тех, которые шли перед нами, оставили прекрасный пример
и оставили, Господь, плоды своего служения, которым мы сегодня пользуемся. Тебе да будет слава за все, наш Небесный Отец. Аминь. Аллилуйя! Господь да благословит их. Саша что-то хотел сказать. Знаете, что сделаем? Вот все, что мы сегодня собрали, но если есть еще желание собрать, соберем, но то, что мы собрали, 50% я в любом случае туда делю. И если у кого-то есть желание еще пожертвовать, то вот сюда. Вот удивительное дело, да, вот это пришло от Бога желание приглашать сюда служителей. Вот сейчас приходят, говорят, Жума хочет приехать сюда. Ну, Господи Боже мой, что же такое? Аминь. Аллилуйя. И поэтому молитесь и об этом, чтобы Жумай Бек, пророк, мог приехать сюда, тоже послужить здесь. И вот сейчас будем говорить о сроках, чтобы это было в следующем году. У меня было ощущение, что следующий год будет хорошим годом прорыва. И он будет во имя Иисуса Христа. Будьте благословенны, благословите друг друга и будьте счастливы. А? Сергея, конечно. Сергея.